На сегодняшний день в стране идет усердная работа по развитию образовательной системы. Одним из главных показателей является утверждение программы трансформации образования «Алтын Казык» в первой половине этого года. Это позволило увеличить охват детей дошкольным образованием. Показатель составил 28,3% детей, что на 2% больше, чем в прошлом году. Более 4000 сотрудников гос- и муниципальных детских садов прошли обучение по программам «Балалых» и повышение профессиональной квалификации педагогов дошкольных организаций. Кроме того, при поддержке Кабинета министров предоставляются льготные кредиты под 10% для строительства и ремонта детских садов. Впервые переходим к новой модели системы образования, это 12-летнее школьное образование. Впервые мы внедряем электронный искусственный интеллект в систему образования. Для этого был заключен договор Гуглом, вы знаете, да, вот во время поездки главы Кабмина в Америку, там был уже заключен меморандум, и в данное время ведется данная работа. В этом году было принято распоряжение Кабинета министров по переходу на 12-летнее обучение. В целях улучшения качества и содержания учебников учрежден издательский дом Окуги ТВ. Между данным издательским домом и издательством Marshall Cavendish Сингапур заключены лицензионные соглашения, что дало нашей стране возможность получить лицензии на 32 наименования международных учебно-методических комплексов на сумму 83 миллиона сомов. Впервые в кыргызской истории кыргызской системы образования ведется инвестиция именно повышение квалификации учителей через обеспечение ноутбуков. Не просто ноутбук, но начинкой. Сперва мы подготовим 50 тренеров, потом 100 для того, чтобы обучить 24 тысячи учителей сингапурским методом применения учебников. Впервые наши государственные вузы вошли в топ мировых рейтингов, где определяют рейтинги вузов, государственные вузы. И много чего можно хвастаться. Министерство образования и науки на первом этапе приобретет 26 тысяч ноутбуков для учителей, преподающих по STEAM-предметам. Затем компьютерная техника будет приобретена для всех преподавателей. На это было выделено 678 миллионов 400 тысяч сомов. Продолжается разработка электронного учебника и платформа, где будут размещены цифровые книги и видеоконтент. Как отметил Каныбек Усманалиев, руководство Кыргызстана понимает, что грамотная и образованная нация – это будущее страны. Грамотная нация – это она определяет будущее любой страны. Это очень важный момент. Вот с этой точки зрения, естественно, в нашем Кыргызстане тоже идут какие-то там реформаторские действия. Но мы должны знать, что вообще система образования, она имеет по своей природе консервативный характер. Да, в последнее время, такие действия идут, надо его поддержать. До конца текущего года у министерства имеются большие планы. Это увеличить охват детей дошкольным образованием, реализовать концепцию 12-летнего школьного образования, повысить качество учебников на основе опыта мировых университетов, например, таких как Кембридж, Оксфорд и Marshall Cavendish. Мы будем продвигать внедрение искусственного интеллекта во все сферы системы образования. Будет продолжена инфраструктурная работа. Все те реформы, она будет продолжена. И самое главное, мы сейчас направляем улучшение среды, это условий по предоставлению качественных услуг образования, особенно сельских школ. Отметим, до конца этого года министерство планирует разместить в информационной системе реестр аттестатов и дипломов, сведения о дипломах и многое другое. Также в течение 3 лет в Кыргызстане было построено 315 новых школ и 69 детских садов. Рахат Батырбекова, Бекзат Машапов, ЛТР Бишкек.